Парламент Канады единогласно принял предложение Китая принять 10 тысяч уйгурских граждан, бежавших в разные страны, но вынужденных вернуться. Предложение, внесенное канадским депутатом Самиром Зубери, было озвучено 1 февраля. Депутаты проголосовали единогласно. Предполагается, что программа начнется в 2024 году и что расходы на уйгуров, которые будут доставлены в Канаду, также будут покрываться правительством Канады. Отмечается, что предложение не имеет обязательной силы, но Трюдо и его кабинет также поддержали голосование, продемонстрировав свою готовность воплотить это предложение в жизнь. В феврале 2021 года канадские законодатели охарактеризовали обращение Китая с уйгурами в районе Синьцзяня как геноцид. Депутат Самир Зубери поздравил представителей уйгурского народа с единодушным принятием этого предложения в парламенте. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Чин Гангом. В сообщении Министерства иностранных дел говорится, что Чавушоглу поздравил Ганга с новым назначением. В ходе встречи обсуждалось двустороннее политическое и экономическое сотрудничество, а также отношения двух стран на многосторонних платформах. Чавушоглу также сообщил своему коллеге, что Турция не оставила свои ожидания и чувствительность в отношении турок-уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе. Из Соединенных Штатов в Китай поступило обвинение в контрабанде и контрафактной продукции. Согласно отчету торгового представительства, Китай занимает первое место в мире по торговле контрабандной продукцией. Торговое представительство США опубликовало подробный отчет по этому вопросу. Сообщается, что Китай занимает первое место в мире по торговле контрабандной продукцией. Заявляется, что 75% контрабандных товаров, изъятых на таможне США, были китайского происхождения. Министерство обороны США объявило, что в течение последних нескольких дней они наблюдали за подозрительным китайским разведывательным аэростатом, который летал высоко над страной и, по-видимому, шпионил за важными военными объектами. Пентагон сообщил, что над США пролетел китайский высотный разведывательный аэростат. В заявлении указывалось, что возможности аэростата по сбору разведданных были слабыми, и за ним следили американские военные. Китай раскритиковал послание генерального секретаря НАТО Столтенберга, адресованное Китаю во время его визитов в Южную Корею и Японию. Заявив, что НАТО должна сосредоточиться на безопасности Европы, Китай выступил с посланием не сеять беспорядки в других местах. На своей пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел Мао Нин ответил на оценку Столтенберга о том, что Китай возглавляет авторитарное противодействие международному порядку, основанному на правилах, открытому и демократическому.